Как Сретенье связано с молодежным праздником? Чем занимаются православные ребята? И что исполняет тропарь? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается Всемирный день православной молодежи. Этот праздник официально утвержден в 1992 году на 14-й ассамблее глав всех поместных православных церквей. Эта дата появилась благодаря международной молодежной организации «Синдисмос», основанной в 1953 году во Франции. В свое время деятельность этого молодежного братства получила поддержку и признание всех православных церквей как активно способствующая распространению православия среди молодых людей разных стран. Греческое слово «синдисмос» дословно переводится как «единство духа в союзе мира». Потому и День православной молодежи было принято отмечать на Сретенье, так как в переводе с церковнославянского это слово означает «встреча», символическая встреча духа, мира и молодости. В нашей республике динамично развивается православное молодежное движение. Молодые люди берут опеку над пожилыми и одинокими больными людьми, занимаются духовно-патриотическим воспитанием, ведут целый ряд творческих студий. Молодежный отдел Уфимской епархии существует 20 лет. И основная задача в том, чтобы организовывать молодежные организации при приходах, чтобы молодежь могла постигать православную веру, чтобы воцерковлялась. Несомненно, молодежь – это самые активные прихожане в Уфимской епархии. Круглый год православные молодежные организации устраивают всевозможные форумы, слеты, диспуты и соревнования. Отдел по делам молодежи опекает детские дома и приюты, устраивает благотворительные концерты и всевозможные акции. Юные прихожане принимают участие во всех делах в жизни церкви. При Покровском храме города Уфы уже около 5 лет существует некий православный клуб, как мы называем, или по-другому молодежная организация. Существует и, как мне кажется, очень хорошо развивается. Всевозможная деятельность у нас присутствует. Конечно, первое и главное – это воцерковление, изучение Священного Писания. Мы ставим перед собой задачу, особенно в воскресный день, чтобы среди молодых людей, прихожан храма, это люди и семейные, и одинокие, было такое непринужденное общение за чаепитием, дружеская беседа, которая по времени, в общем-то, каких-то особых ограничений не имеет. 2, 3, 4 часа можем сидеть и разговаривать на разные, как правило, конечно, духовные темы. Каких-то пустых разговоров, обсуждения политических каких-то вопросов мы стараемся полностью избегать. Говорим, естественно, о Евангелии, о Библии, о том, как христианину жить в современном мире. Очень часто затрагиваем вопросы, благотворительные, социальные служения. Без разрешения неправильно. В условиях пандемии особое значение приобрели онлайн-мероприятия. Активно развивается деятельность в сети интернет, через социальные сети и приложения для проведения онлайн-встреч, лекций и конференций. Проект помогает установить дополнительный контакт с подростками по актуальным вопросам. Может быть, конечно, в связи с этим не так обширно, то есть не так много людей собирается. И, конечно же, все скучают именно о таком живом общении. Но, тем не менее, Zoom позволяет общаться, задавать вопросы. Православная молодежь – это точно такие же ребята, как и их сверстники. Отличает их только одно – это ребята, совесть которых не дает им покоя, заставляя искать ответы на самые важные вопросы своей жизни. И они находят ответы на эти вопросы в громадном опыте веры, который никогда не подведет, никогда не оставит человека наедине с самим собой, который дает человеку самое важное для него – общение с Богом.
при нашем приходе, и в основном из числа молодежи, из нашей организации, осуществляет свою деятельность служба приходского консультирования. Вообще, в общем-то, по Русской Православной Церкви достаточно распространенное служение. Оно призвано к тому, чтобы помогать священству. Понятно, что воскресные праздничные дни священник, как правило, на расхват, и богослужения, и требы, и выезды какие-то. То вот в нашем храме ребята, активная часть нашей молодежи, дежурят в храме. Вот, например, при входе в храм обрабатывают, значит, руки, там, выдают маски, меряют температуру. И вообще отвечают на вопросы в то время, когда нет, например, вот в данный момент священника по какой-то причине отлучившегося. Ну, естественно, это люди, которые немножечко подкованы уже в духовной жизни, знают обыденные вопросы и вполне компетентно ответить на какие-то, в общем-то, простые вопросы. Ну и, естественно, если они не могут сами ответить или вопрос какой-то сложный, то они могут, значит, позвать священника или там как-то порекомендовать. Современная молодежь интересная, прогрессивная, интересующаяся. Возраст, в котором люди только начинают открывать мир, людей и себя. И православная молодежь ничем не отличается от другой молодежи. Мы не ограничиваемся только вот встречами в храме. Бывают у нас и поездки, и паломнические, и по нашим местным святым местам, и где-то по России можем проехать. Как-то вот мы ездили в Крым, у нас была очень хорошая поездка. Вот. Также и туристические походы у нас есть. Мы сходили летом на сплав по реке Рязань. Вот. С нами даже вот семейные пары, которые даже маленьких детей с собой брали. В прошлом году в походе во главе с протоиереем Александром Даниловым приняло участие 18 человек. Ребята увидели красоты нашей республики, побывали в пещере, научились ставить палатки, собирать дрова, париться в походной бане и готовить на огне ароматный травяной чай. И, конечно же, какой поход без душевных бесед возле костра. Я хочу сказать, что вот наличие молодежной организации при нашем храме помогает вообще в жизни прихода в разной деятельности. И при уборке храма, и каких-то там субботниках и так далее. Ну и в всевозможных благотворительных делах. Сейчас вот в момент, когда есть очень много людей нуждающихся, кому-то нужны лекарства, продукты. Вот мы силами этого небольшого сообщества пытаемся как-то по мере сил решать вот эти вопросы. Молодежная организация Собора Рождества Богородицы города Уфы тоже активно проводит свое свободное время. Наше молодежное движение протекает уже много лет, и у нас всегда возглавляет сбор наш батюшка, который задает тему и предлагает ее для рассмотрения и обсуждения. Мы рассматриваем евангельские чтения, различные жизненные ситуации, какие-то насущные проблемы молодежи. Но, к сожалению, давно уже не собирались, и вот надеемся, что потихонечку это молодежное движение вновь возродится, и мы продолжим в новой силе. У нас была поездка в Москву. Можно сказать, что она была и паломническая, и добровольческая, потому что мы ездили к мощам Николая Чудотворца и помогали там как добровольцы из Уфы, потому что нужно было в социальной очереди, то есть проводить людей, например, с инвалидностью, чтобы довести их к мощам безопасно по свободной дороге. Там же были просто огромные очереди, когда мощи святителя Николая привезли из Бари. Мы практически не устали, потому что Божья помощь, Божья благодать, похоже, всем нам очень сильно помогла. И потом мы посетили
мощи Матронушки Московской. И далее мы отправились в Дивеево, где посетили мощи Серафима Саровского. Мы занимаемся культурно-просветительской деятельностью, организовываем балы и ведем, получается, совместно с нашим руководителем Еленой Сергеевной танцевальный кружок, помогаем ей, выступаем на различных концертах благотворительных, на православных ярмарках и ездим, выступаем по различным местам, например, военная часть Алкина и прочие такие благотворительные концерты. Я с 2015 года, получается, в молодежке. Вот меня позвали девочки, Елена Сергеевна с девочками. Вот, и я начала сначала просто в молодежку ходить. В храм я уже пришла позже, чуть-чуть. Нам вообще очень нравится. Мы сначала ходили в воскресную школу, потом там на хор ходили, и там нас позвали на танцы. И теперь мы и на танцы ходим, на хор воскресный, и на молодежку будем. Сейчас, да, вот у нас ребята переросли, получается, уже в воскресную школу, выросли из нее, и вот сейчас, дай бог, молодежка начнется. Будете ходить, да? Больше 3 лет я в молодежке, время так быстро несется, и действительно понимаю, что рядом со всеми этими людьми, с православной молодежью, на душе очень легко, радостно и спокойно. И самое главное, нас объединяет общая деятельность, и за счет этого кажется, что время летит практически незаметно. Не только общая деятельность, а вообще в целом общая вера. И на самом деле это очень, очень укрепляет. Благодаря этому движению молодежному мы, можно сказать, познакомились, встретились там. Да, мы встретились как раз-таки на кружке танцев. Потом несколько раз были на встречах молодежки. И началось общение наше с этого. В ноябре было, да, свадьба. Поздравляем! Творческая молодежь собора Рождества Богородицы вот уже несколько лет подряд собирается в подростковом клубе «Юндос» – объединение детских и подростковых клубов «Ешлик» Кировского района города Уфы. Здесь проходят репетиции танцевального коллектива под руководством хореографа, лауреата конкурса «Достояние столицы» Елены Сергеевны Горбуновой. Также в подростковом клубе «Юндос» репетирует православная молодежная группа «Тропарь». Эта группа образована 2 братьями – композитором Маратом Файзулиным и певцом Иваном Ивановым. В составе группы также участвуют сестры Мария и Анастасия Барабаш. Возмолюсь Мати Богородице, Отцу, Сыну, Духу, всей Святой Троице, буду славу воспевать, Христа Сына восхвалять, все мои грехи простить, умолять, славить всех святых земли русской, славить всех святых земли русской, славить всех святых.
Отцу, Сыну, Духу и сей Святой Троице буду славу воспевать, к Божьей Матери взывать, под покрой свой взять, воспрошать, славить всех святых земли русской, славить всех святых земли русской, славить всех святых. Начали мы работать с 2018 года. За это время были на острове Валаам с концертами, на телеканале «Спас». Ездим по детским домам и другим местам, где есть какие-то культурные программы. И общая концепция нашей группы – это духовные стихи, молитвы, положенные на музыку, и разложенные на 4 голоса. В прошлом году у нас вышел первый полноформатный альбом. Сейчас мы работаем над вторым альбомом и в стадии завершения работы над музыкой к фильму «Близнецы». Вот как вы видите, у нас в составе «Близнецы». Также Бог управил, что фильм на очень серьезную тему абортов. И в нем принимают участие Герман Рябцев. Это валаамский монах, который записал псалтирь. Ведем, в общем, активную христианскую позицию в своем творчестве. Мы с сестрой закончили Уфимское училище искусств на отделе эстрадно-джазовом по инструментам. И нам хотелось, чтобы... Вот сейчас мы учимся в Уфимском институте искусств на хоро-дирижерском. Нам хотелось что-то вот такое именно петь и исполнять, что-то с христианской тематикой, такое что-то миссионерское, именно развивающее, раскрывающее людям христианскую веру. И вот один раз я пришла на фестиваль «Рождественская овация» самодеятельных хоровых коллективов, и как участники просто выступали, свободные номера, вот группа «Тропарь» вот в составе Ваня, Марат. И я их как увидела, услышала, сразу мне захотелось подойти, и я подошла, сказала, что вот мы, может быть, что-то вместе сделаем. И таким образом вот так Господь управил, что мы вместе. И нам очень нравится в этой группе участвовать, и у нас уже такая творческая семья сложилась. Правильно сказала, то, что Господь управил. Мы как раз то, что мы искали, то и обрели. И то, что они хотели, и то, что мы с братом хотели. Вот уравнение, да, у нас есть какие переменные, там известные и неизвестные переменные. Вот известные переменные – это молитва, это молитвенное состояние, то есть определенные параметры того, что должно быть сделано. Вот. А все остальное вот уже... То есть это не так, что сегодня нам надо написать песню вот такую-то. Нет, вот что-то у Иоанна внутри происходит, он выражает это в музыке. Что-то у меня, что-то вот у девочек. То есть это такой процесс. Мне вообще, вот я как человек, профессионально занимающийся написанием музыки, я вообще с трудом могу что-то свое назвать. Хоть и написал там уже несколько тысяч произведений. Не мое. Это результат общего движения цивилизации. Ну и вдохновение, конечно же, приходит откуда-то сверху, от Бога. У всех творческих людей это происходит. И даже у меня, когда я иногда пишу стихи,
сложно объяснить, но как будто бы мысли сами приходят в голову, и ты стараешься записать их быстрее, чтобы они не улетучились. Еще бы мне очень хотелось сказать то, что самое необыкновенное, теплое чувство испытываешь, когда исполняешь такую духовную музыку перед зрителями, когда видишь их радостные лица, улыбки, иногда слезы, и понимаешь, что в их душе песни и слова откликаются каким-то особым смыслом, и хочется продолжать нести этот свет, нести это творчество, делиться своей радостью и верой Христовой с людьми. Он пришел, сказал, как жить, где наш дом и как любить, что нам делать, чтоб спастись, с кем мирись, а с кем простись. Где скажи, а где окстись, когда ешь, когда постись, без замучил помолись, бей врага, друзей держись. И дитя в себя вернись, От греха ты отвернись, слушай Бога и учись, кайся глубже, сердце чисть. Эй, дитя, в себя вернись, от греха ты отвернись, слушай Бога, будет жить. Любит Он тебя, любит Он тебя. Очнись, любит Он тебя. Очнись, любит Он тебя. Очнись, любит Он тебя. Хорошо, когда встреча со Христом происходит в юношеском возрасте. Тогда свет Христов освещает человека в течение всей жизни, дает этой жизни нужное направление и не позволяет заблудиться в терниях греха и порока. Тогда и старость бывает наполнена радостным ожиданием новой встречи со Спасителем, а не горьким сожалением об утраченной молодости или бесцельно прожитой жизни. Именно поэтому праздник Сретенья встречи стал Днем православной молодежи во всем мире. Очнись,